Ребята, ситуация все жестче. Сначала россияне мешали нам спокойно спать, а теперь мешают нашему родному украинскому президенту стать нормальным президентом, а не олигархом у власти, как его называют. Год назад Петр Порошенко пообещал, что как только станет президентом, продаст свой Рошен. Еще он обещал доллар максимум по 10 гривен, конец войны, там через месяц, и очень высокую зарплату военным. Но мы сейчас не об этом, мы о Рошен. Год назад Порошенко обещал продать Рошен и до сих пор не продал. Что касается украинского Рошен, тут все очень просто. Порошенко сказал, что у него нет времени продавать компанию самостоятельно, и он передает право на продажу американской фирме. Они этим занимаются теперь. Но якобы никто не хочет покупать Рошен, потому что это очень большая и хорошая компания. Это же известно, что большие хорошие компании никто не хочет покупать. И вот наверняка же раньше Петр Алексеевич этого не понимал. И реально думал, что как только он выставит Рошен на продажу, тут же кто-то придет и купит. Или позвонит и купит. Такие: алло, вы продаете компанию Рошен? Ага. А сколько квадратов жилая площадь? А вот же есть. А это окончательная цена, или можем поторговаться? Но оказалось, что в мире большого бизнеса так не продают, и нужно больше времени, гораздо больше. А он реально не понимал этого и пообещал быстро продать, и вот уже год просто, не получается у него. Но это что касается украинской части. Но у Порошенко есть и российская часть компании «Рошен», и в России есть завод. И у него уже 100 раз спрашивали, почему этот завод работает и платит налоги в российскую казну, которая эти налоги тратит на захват восточных областей Украины. Президент не отвечал на эти вопросы опять же год, и вот на прошлой неделе созрел. Оказывается, он давно мечтает продать и российскую часть компании, но ему мешает Путин. Так и сказал: первым моим приоритетом, главным, является защита украинских интересов. И все мое поведение и все мои действия убедительно доказывают, что давить на меня нельзя ни по одному направлению, в том числе и по собственности, потому что на сегодняшний день российские власти препятствуют этой продаже. Это имеется в виду продажа Рошен. Другим языком, человеческим. Президент Украины сказал следующее: да, я до сих пор являюсь владельцем компании, которая зарабатывает мне миллиарды, и виноваты в этом российские власти. Это очень круто.